каждый из вас, вы пришли сюда, вы пообщались с собой, вы пообщались с другими. Вы видите, сколько из вас отдали голоса за Тихановскую. Поверьте, я уверена, что несмотря на все преграды, мы по Беларуси. Светлана соберет и 200 тысяч, и 300 тысяч. Но так же, как собрали мы, у меня было 561 человек в инициативной группе. Сейчас мы этот весь месяц должны выходить каждое воскресенье в 12 часов на большие пикеты. Они нам будут мешать. На следующей неделе подключаются города 100-тысячники по Беларуси. Там тоже есть свои лидеры. Дальше будут объявления. Будут объявления в телеграм-каналах. Что будет дальше? Как мы будем действовать дальше, пока они будут пересчитывать эти голоса? И что мы будем делать дальше? Мы будем кормить голубей. Мы будем выходить на мирные продолжительные протесты. Не меньше месяца. Те деньги, что он выдаил у России, из этой страны можно было сделать 2 Швейцарии. А в итоге что? А в итоге вот у меня протертые штаны. Вот это Швейцария наша. Александрию показывают все. Где родина его. Я там был. Так вот, Александрия 5 лет не платит ни одного налога. Потому что у них рентабельность 20%, а налоги заплатить это 36, то есть минус 16. Мы бы не пришли сегодня сюда, если бы не провокация в Гродно. Мы бы сидели на диване и смотрели телевизор. Но это невозможно, это неправильно. Во-первых, плохо поставлено. Кто-то провокацию делает, двойки им всем. Нас вообще держат за идиотов, за дураков, нас заставляют это смотреть потом по БТ. Ну что это такое? Сидит морда, одет под этого комсомольца, рассказывает, как нам жить. Слушайте, вот эту... Один говорит, я никогда не вру, тут же про Теслу, тут же про батьку погибшего на войне. Ну что это такое? Все, надоело. А яких перемен вы чекаете? Ну, мир давно ушел вперед, понимаете? Сейчас как бы такое время. Что вам, конкретно вам треба, там, человеку, там, сколько? Мы хотим, чтобы страна наша, понимаете, двигалась вместе, как бы в ногу со временем. Эти люди, они уже устарели. Понятно, что как бы, силовыми методами можно задержаться у власти, попытаться. Может быть, и получится, конечно. Но от этого сильно устаешь, понимаете? Если весь мир ушел вперед, а мы смотрим исключительно на восточные азиатские страны, да не на самые лучшие. Это ненормально. В настоящий момент ваши действия подпадают под законный митинг. Прекратите, пожалуйста, данные действия и осуществляйте дальше свою деятельность. Ни в одной стране этого нет. Я жила за рубежом. Уважаемые граждане, в соответствии с избирательным кодексом вы имеете право осуществлять свой подпись. В настоящий момент ваши действия подпадают Да его не зовут, он здесь сам уже пришел. Человеком меня зовут. Был я человеком. И помру человеком. Понимаете? Очень много
сказать, вы же девушки должны глаза. увидеть победу А нашу. то, что с обосранными коровами 2 института закончил, что это за президент? Куда меня привезли? К обосранным освете, к обосранным коровам. Так это ж ты их обрезал, а не я их обрезал. Да он меня с дивана поднял. Я с 2000 года смотрю за выборами и знаю, как делали с Козулиным, с Мариничем, с Никляевым. А здесь, ну, может, опять что-то появилось, заклокотало. Вот и вышел. Все меня спрашивают. Да, я уже вас знаю. Вы хоть скажете, что вот эти, этот и тот, 3 вместе взятые, 10% не... То акция протеста должна быть с выходом на площадь. Тот, кто боится выходить на площадь, рабочие должны итальянскую забастовку. Ходить с угла в угол, переставлять вещи, тянуть время, ничего не делать, дурака включать. То есть, посмотрите вы посмотрите, все говорят, белорусы такие плохие, такие всякие, ниякие. В 17 году по Гомелю только 3000 вышло на площадь. Где-то ни одного легавого, ни одного мусора не было на площади. И уже декрета, можно сказать, нету. Его похоронили, мои хорошие. Потому что он людей боится. А если в 17 году нас вышло не 3000, А что толку ходить? Ну вот что толку ходить? Все равно их нету. Чего на них идти? Все равно сколько будет там 86,6 за кого? Вот и все. Ну вот видите, люди уже не боятся сюда выйти. Я так думаю, что они выйдут и на мирный протест. Потому что уже белорусов, я так думаю, все это достало. Все не задовольняет. Зарплаты, пенсия. Все очень дорого кругом. Все платно. Даже медицина это платно. Смотрите, мы уже побыли, точнее я уже побыл в Минске. Там не проголосовал, поставил подпись за Тихановского. Сейчас в свете последних событий однозначно решил прийти вот в Гомеле, потому что у меня здесь, скажем так, здесь жил. Решил прийти, поддержать всех из-за того, что произошло в Гродно. Да в стране развал просто. Ну, не может человек находиться у власти почти, ну вот, с 94 года, то есть когда я родился. Это смешно, это реально смешно. Такого, ну какой папа? Это не Тихановского задержали, это наш весь народ. Это весь народ. Плюнули в лицо всему народу, всей Беларуси. И мы сейчас вот видим, все собрались здесь. Не за Тихановского, за свою свободу, за наш народ, за Беларусь. Спасибо. А что вам не подобается? Все не. А что вам подобается? Ничего не подобается. Что этим людям всем не подобается? Все не подобается. Каждому свое. Отношения милиции, вы видели, как относятся. Как вчера, вы видели, как его задерживали? В наглую просто взяли. Он уходит от его... Все, здесь все сказано. Я вчера сидел на диване, никуда не собирался. Но когда я увидел Гродно, все, я сегодня вышел здесь. Я 9-го буду также выходить на площадь.